Сегодня стартовала межрегиональная медиаэкспедиция. Студенты факультетов журналистики и искусств Северо-Остинского государственного университета отправились по городам воинской славы Кавказа. Вместе с ними заместитель министра по вопросам национальных отношений республики Александр Чернышков, деканы факультетов Фатима Хабалова и Эдуард Галазов, а также журналисты республиканских СМИ. Первый пункт – Малгобек, дальше Грозный. Цель проекта – познакомить молодых людей и представителей СМИ с историей этих городов. В медиаэкспедиции принял участие и мой коллега Слово Хета Гуплиеву. Родных красноармейца из Северной Осетии Георгия Колена поисковик Беслан Зейтов ищет уже 3 года. В 2016-м его поисковые отряды и отряд из Нижнего Новгорода нашли останки и личные вещи солдата. Теперь их нужно передать потомкам воина. Там вышла информация, что действительно Георгий Колена был призван из Республики Северная Осетия, сельское поселение Иристон. Информацию мы эту передали в Северную Осетию, там ребята ищут его, поисковое движение России по Северной Осетии ищет. Но если подключится сегодняшний автопробег, будет хорошо, я думаю. Подключиться к поискам родных красноармейцев пообещал замминистра по вопросам национальных отношений Северной Осетии Александр Чернышков. Он поблагодарил участников поискового отряда за работу и отметил, их работа – большой вклад в историю Великой Отечественной. Хочу поблагодарить Министерство по национальной политике Ингушетии за поддержку в этом мероприятии. Хочу выразить благодарность всем тем, кто пришел, тем, кто смотрит за этим великолепным мемориалом. Особая благодарность поисковикам Ингушетии, которые, несмотря на то, что все праздники прошли, они свою работу продолжают делать и делают ее очень достойно и красиво. Еще один пункт медиаэкспедиции – Грозный, тоже город воинской славы. Делегацию встречают представители республиканской власти, юноармейцы, участники патриотического движения «Путин». Уверены, такие акции нужны, чтобы чувствовать себя частью одной большой страны и одного народа-победителя. Именно дружба народов, подлинное братство помогли выстоять перед опасным врагом и защитить нашу Родину. Кавказские народы несли огромный вклад в дело противодействия именно опасному врагу и защитить нашу Родину. Организаторы медиаэкспедиции Северо-Остинский Миннац, СОГУ и некоммерческая организация «Арфа» курируют деканы 2 университетских факультетов журналистики и искусств Фатима Хабалова и Эдуард Галазов. Именно они идейные вдохновители акции. Уверены, подрастающее поколение нужно учить патриотизму вот так – показывать и рассказывать, уметь заинтересовать. Расширение географического поля этого проекта имеет право на существование, потому что еще лучше будет, если соберутся в одном месте представители всех субъектов Северного Кавказа и вместе проедут по местам, допустим, боевой славы. Юные участники экспедиции довольны. Одно дело читать о подвигах в учебниках истории, другое – побывать на местах боев и увидеть своими глазами города, которым есть чем гордиться. Поездка вызвала только самые положительные впечатления, потому что мы познакомились с людьми из соседних республик, Республики Ингушетия, Чеченской Республики. Впереди еще поездка в Нальчик и завершение медиаэкспедиции во Владикавказе. Через эту поездку мы узнаем о важных событиях, которые происходили там во время Великой Отечественной войны. И как журналистам, использующим такое важное средство коммуникации, интернет, нам это очень важно. Мы будем публиковать продукты, которые мы отсняли в поездках. Организаторы надеются, что к акции со временем присоединятся и другие города Северного Кавказа. В следующем году в юбилей Победы планируют снова пуститься в медиаэкспедицию. А пока ждут встречи с Нальчиком и Владикавказом. Именно там в следующий вторник на Мемориале славы завершится проект. Хета Гуплиев, Хета Гапоев, Новости Осетии, Грозный, Малгобек.